Коронавирус продолжает распространяться практически во всех областях. Довольно высокие показатели. Задачи по общей борьбе с коронавирусом, личной гигиене остаются актуальными. Но граждане в последнее время стали меньше уделять внимание санитарным требованиям в помещении и на улице. Именно это и может стать причиной начала второй волны коронавируса. А из-за сезонного гриппа она может быть еще более разрушительной. Настойчиво предупреждают медики от ФАПов до Министерства здравоохранения. Как убедить человека в том, что только в его руках не просто здоровье как свое, так и близких ему людей и общества в целом? Что сделать, чтобы в каждом сработал инстинкт самосохранения? Когда может начаться вторая волна коронавируса? И как уберечь себя от коварного заболевания, выясняли наши корреспонденты. Масочный режим, социальная дистанция, гигиена рук. Эти санитарные нормы актуальны по сегодняшний день, однако с ослаблением карантинных мер не все граждане соблюдают установленные правила. В троллейбусах и автобусах у кого-то маски есть, у кого-то нет. По всей видимости, пассажиры сегодня носят защитные средства по желанию. Как объясняют водители общественного транспорта, на просьбу надеть защитную маску люди реагируют по-разному. Одни не хотят использовать защитные средства под предлогом жаркой погоды. А вы в маске задохнуться не боитесь? Просто я хочу нормальным воздухом дышать. Другие же задумываются о длительности использования защитных средств. Маска действует всего 2 часа. Ее люди не будут много покупать. После 2 часов у нее нет никакого эффекта. Но среди пассажиров все же есть граждане, которые понимают значимость установленных правил и стараются соблюдать масочный режим. Талант шкрек, конечно. Говорят же специалисты, что маска, вот некоторые маски даже до 90%. Она как-никак защитит, особенно те, кто вот кашель или насморк. Я вот сама ношу, хоть не болею даже, ничего. Просто уже как-то привыкла, свыклась. Потенциальный риск заражения в троллейбусе, маршрутке или автобусе зависит от того, насколько транспортное средство заполнено пассажирами. А сегодня, как видно, общественный транспорт зачастую курсирует по городу заполненным. В этой связи у всех пассажиров резко увеличивается риск заражения коронавирусом. Вещевые рынки, продуктовые лавки, точки общепита. Жизнь на столичных рынках кипит, однако сказать, что здесь покупатели и продавцы соблюдают простые санитарные нормы, очень сложно. Санитарные нормы сегодня нарушаются не только в общественном транспорте, но и на базарах. Поскольку рынки сегодня являются местом большого скопления людей, здесь очень сложно соблюдать социальную дистанцию, а порой практически невозможно. К великому сожалению, кроме этого, люди позабыли о масочном режиме. Не у каждого сегодня есть это защитное средство. Все это в совокупности резко увеличивает риск заражения коронавирусом. Такой картиной сегодня обеспокоены и медики. В свою очередь, они напоминают жителям, что осень – это пора респираторных заболеваний. Кроме коронавируса, в этот период можно заразиться гриппом. Медики напоминают, что это заболевание тоже приводит к таким осложнениям, как пневмония. И многие симптомы ОРВИ схожи с проявлениями коронавируса. Поэтому искать больного коронавирусом среди гриппозных пациентов – это все равно, что искать иголку в стоге сена. Всем доказано о том, что сезонность имеет и COVID-19. Это о чем говорит? Если летом примерно заражение шло 1 к 2, то сейчас мы будем в холодный период времени иметь 1 к 3, к 1 к 5. Таким образом, сами подумайте о том, что и дифференциация этого заболевания будет очень сложной, ибо вся симптоматика, она вот те перечисленные нозологические формы простудных заболеваний, которые я перечислил, они очень сильно схожи. Врачи бьют тревогу. Игнорирование санитарных норм может стать причиной второй волны коронавируса, а сезонный грипп может сделать ее еще более разрушительной. Поэтому специалисты неустанно призывают граждан опомниться и серьезно относиться к санитарным нормам, ведь сегодня это обязанность каждого человека. Будет ли вторая волна или нет, в первую очередь зависит исключительно от граждан. И поэтому я своих сограждан хотел бы предупредить о том, что ваше здоровье, ваша жизнь прежде всего в ваших руках. А она заключается в простых, элементарных мероприятиях, когда нужно носить маски, когда нужно соблюдать социальную дистанцию и на работе, и на улице. Очаг есть, и есть он по всей территории. Допустим, в Бишкеке там 45 очагов, то есть человек, если болеет, это очаг, 45 очагов.
может быть семейные, может быть, я не знаю, но очаги есть. Пик пандемии в Кыргызстане пришелся на 19 июля, после чего болезнь пошла на спад. Всего за весь период эпидемии от коронавируса умерли 1060 человек. Однако в других странах эти показатели в разы больше. В Кыргызстане на 1 миллион человек приходится 40 летальных исходов. В Молдове на 1 миллион человек приходится 246 случаев смерти. На такое же количество людей в России приходится 117 смертельных исходов. В Казахстане из 1 миллиона человек от коронавируса умирает 81 пациент. В Швеции среди миллиона жителей от COVID-19 умирают 574 человека. Если в Кыргызстане о второй волне коронавируса говорят в будущее времени, то в других странах уже в настоящем. К примеру, послабления в Европе спровоцировали новую вспышку инфекции. В Дании рост заболеваемости отмечен в 67-98 муниципалитетов. В Испании количество госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала июля увеличилось в среднем по стране в 5 раз. Исследователи из Лондона считают, что в Великобритании вторая волна пройдет зимой, может быть, в 2 раза мощнее первой, если власти осенью откроют школы и не внедрят более эффективную систему тестирования и мониторинга. Мировые эксперты сошлись во мнении, что вторая волна коронавируса не будет такой агрессивной, как первая, в том случае, если люди будут соблюдать главные противоэпидемические меры. Часто мыть руки, носить маски, возможно, вообще удастся избежать второй волны. Вторая волна коронавируса накрыла Таджикистан еще 25 августа. Тогда в Худженте был отмечен рост числа заболеваний COVID-19. В санитарно-эпидемиологическом надзоре страны тогда утверждали, что основным фактором роста заражений становится несоблюдение правил гигиены, люди не носят маски, не соблюдают установленную дистанцию в общественных местах. Здесь Испания. Первая волна ушла еще в марте, в апреле месяце. Затем идет снижение, и на сегодня, начиная опять с июня месяца, наблюдается опять рост. Вторая волна к ним и пришла. Во Франции такой же период в марте, в апреле снижение, но на сегодня с июня месяца идет опять возрастание, появление новых случаев, и зарегистрирована эта вторая волна идет. В Великобритании подъем шел, но на высоких показателях эпидпроцесс имеет продолжение. Тем временем в Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 78 человек. Вирус SARS-CoV-2 впервые за долгое время не выявлен среди медицинских работников. Также за сутки не зарегистрировано летальных случаев от COVID-19. Кундуз Кататаева, Чингис Саламбеков, ЛТР, Бишкек.